Смотри, когда ты в себе почувствовал вообще силы какие-то, что ты можешь побеждать других людей, вот, сама как человек, на каких соревнованиях? Ну, сейчас, вот, который прошел турнир, я там почувствовала, что как бы не важен возраст, не важен стаж. Главное, если человек может, ну, и хочет делать, то он сделает. Ну, если у него есть мечта, если есть цель, то он достигнет ее. Как для тебя вот прошедшие состязания прошли? Ну, трудно, все победы нелегко даются. Я провела 4 боя, в основном с европейскими представителями Европы. Так рассказывай, с кем был? Ну, не обязательно, просто, ну, вот самый тяжелый, можно сказать, бой, который у тебя был. Ну, полуфинальный бой, там соперница с Украины была такая нестандартная девушка, постоянно идет вперед, маленькая, но удаленькая. Ну, шла вперед, и мне как бы, я помню, мы делали упражнение на тренировке, торпеда называется, когда один на тебя бежит, а ты его встречаешь по сторонам. Вот я представляла в бою, что я делаю это упражнение, и как бы вот, когда она, в тот момент, когда шла на меня с ударами, я проваливала ее постоянно. Ну, как бы помогли ей все равно опыт, навыки, которые мы в сборной как бы не тренировали, все это уже как бы выходит в бою. Ну, то есть это говорит о том, что есть, наверное, рост, есть какое-то развитие. Я чувствую, что с каждой тренировкой, с каждым сбором я все лучше и лучше, ну, то есть прогрессирую, прям чувствую себя. И это дает еще больше, может быть, мотивации, чтобы, ну, дальше как бы двигаться. А вот смотри, ты, может быть, можешь вспомнить свой первый турнир, на котором ты вообще участвовал, да? И вот какая ты в тот момент была, о чем ты думала в тот момент, когда выходила, ну, первый раз на ринг вообще, или ты все в тумане был? Первые соревнования у меня были еще в 2012 году в районе, в Дзержинском районе, там было первенство района. А я вышла с девочкой, которая была, ну, тяжелее меня, на килограмма 10, старше меня. Вот. А я занималась тогда уже где-то, ну, месяц примерно, а она всего неделю. Ну, естественно, я была готова, думаю, сейчас я ее выиграю, хотя как бы вес не имеет значения. А она и ростом была еще длинная. Ну, в итоге отдали ей победу, и я тогда вообще очень расстроилась, потому что она потом после этого ходила и всем рассказывала, что она чемпионка района там. И мне, не знаю, еще больше побудило тренироваться, чтобы над ней, может, победу одержать. Ну, то есть мои первые соревнования я не выиграла, и поэтому, может быть, это дало толчок еще больше, чтобы тренироваться. Такой пинок, может быть. Ты, получается, как-то пришла в бокс, то есть кто тебя туда, вот в эту секцию взял, затянул? Что вот тебе позволило прийти там, и это же, ну, многие же считают, что далеко, ну, это много постоянно говорят, что это, да, женский бокс, это, ну, не то, мужской, вот, никто, ну, некоторые до сих пор еще воспринимают как бы не совсем серьезно. Я, в отличие, очень красивый вид спорта, и девчонки там показывают мастерство свое. Ну, мне, например, очень смотреть, когда вот, ты боксируешь, там, наших девчонок. Что тебя, так, чтобы ты осталась? Ну, пошли мы, потому что я пошла, допустим, ради самообороны, даже когда мы учились в школе, там, мальчишки все равно задирали, чтобы, ну, охота была, как бы, отпор дать, вот. Мы взяли там охапку девчонок и пошли бандой туда на бокс, я пришла, спрашиваю, где здесь тренер по боксу, ну, борьба как-то сразу не заинтересовала, там, почему-то, ну, сломанные уши, там, ковер, это. Вот, и мы пошли, мы занимались вот своей кучкой, человек 20 нас было, не знаю, девочки просто хотели, как бы, потому что народу много ходило. А потом, ну, как-то мы познакомились вот с Бадмой Цереновичем, с нашим тренером, поехали к нему на сборы всей нашей джидинской команды. И
И он постоянно только меня там ругал, постоянно что-то мне говорил. Я говорю, почему на меня только обращаете внимание, сколько девочек как бы. Ну, он видел уже как бы потенциал, что есть. И, наверное, поэтому, если бы не он, я как бы в районе-то как бы ничего особо не добилась, потому что там финансирование, там, ну, вы сами понимаете, что не было средств даже на выезды. Поэтому, ну, вот приняли решение, что сюда нас перевезут благодаря Немажапу Ильичу Илюхинову, Валерию Прибуевичу Доржиеву, построили вот прекрасный зал, в котором мы тренируемся. И вот как бы по сей день тут, ну, я очень благодарна этим людям, что они как бы создали условия, чтобы я как бы двигалась дальше. Потому что, ну, много же спортсменов теряется, когда нет поддержки, нет помощи. Вот, кстати, из тех 20, там, сколько ты говоришь, девчонок, вообще из них кто-то остался в боксе, которые из деревни вот жили? Нет, ну вот Вика еще тренируется, Вика Иргава, ну, у нее как бы не сильные результаты такие. Ну, все равно вот видно, что в каждой какой-нибудь команде, даже мы когда сейчас выезжаем на европейские какие-то соревнования, 1, 2, 3, может быть, максимум хороших спортсменов в команде, там, из 10-15 человек можно выделить. Невозможно всем же быть прямо такими. Я не говорю, что там одаренные какие-то, это говорят же, что 99% это трудолюбие, а 1% таланта. Так что, мне кажется, кто любит свое дело, кто отдает ему все, тот действительно добивается успеха. Кто отдает себя всего там, ради своей цели достижения. Вот. Вот смотри, сейчас самая основная как бы, и вообще идея, которая движет многими спортсменами, это предстоящие Олимпийские игры. Вообще ты рассчитываешь каким-то образом попасть туда, что говорят тренеры на этот счет? Ну, вообще, да, я как бы не живу там мечтами, да, о том, что я каждый день просто думаю, что да, я олимпийская чемпионка, я это образно визуализирую, представляю себя, как я там буду выступать. Ну, как бы нет ничего невозможного, правильно? И вполне, мне кажется, я могу себе обеспечить место в олимпийской сборной, поскольку ну, тренера, вот, ведущие, которые сборные, они говорят, что у меня как бы возраст хороший, подходящий, есть потенциал. Ну, если поработать, конечно, это все натренировать, мне кажется, я могу достойно представить как бы, свою Россию на самых больших, значимых соревнованиях в жизни. Вот, если ты говорить вот так, что тебе в настоящий момент не хватает как спортсмену? Вот как ты считаешь, может, или каких-то человеческих качеств, или каких-то еще спортивных, то есть там что-то такое? Чего тебе не хватает, чтобы дойти до этого? Что ты готова себе изменить? Ну, скорее всего, больше, наверное, с точки зрения тактики, мне что-то не хватает, навыков каких-то боксерских, ну, того же опыта соревновательного. Наверное, это потому что, ну, психология вроде все в порядке, я никогда не боялась там никого, ну, то есть мандража там никакого не было. То есть я в себе уверенный человек. Просто нужно немножко отточить, где-то до автоматизма довести какие-то вот, именно технико-тактические элементы. Ну и, наверное, все-таки физическую подготовку тоже, потому что она играет большую роль. Допустим, азиатские боксеры, вот девушки, они выигрывают за счет того, что они все мощные, у них вот физика, она просто мощнейшая какая-то, они за счет этого все вот двигаются вперед. А у нас вот не хватает, мне кажется, мы проигрываем вот тем спортсменам именно в физической подготовке. Ну, нужно как бы на это ставить акцент. Мы сейчас вот поедем на сборы с 1 октября, 3 недели сборов в Кисловодске. Как раз таки, я думаю, там наберемся сил и физическую подготовку свою подтянем. Твой распорядок дня, вот вообще ты начинаешь, во сколько ты просыпаешься, ну и не говорю, что я сегодняшний день, когда ты проспала, да? А вообще вот как твой день, поскольку первая тренировка, там вторая, насколько насыщенно? Ну, когда на сборах у нас вообще 3 тренировки. Мы встаем, идем на зарядку. Зарядка час длится где-то. Ну, выполняем там школу бокс, какие-то элементы отрабатываем. Идем на завтрак. Потом у нас свободное время. В это время там, ну, в основном девочки там читают, там, по своим делам занимаемся. Потом у нас дневная тренировка, тоже где-то час-полтора длится. Либо в парах стоим, либо там на мешках.
И потом обед, потом опять свободное время, и потом часов 5 опять тренировка. Там либо уже ЛФП какое-то идет, либо там игровая, в зависимости от плана сбора. Вот. Ну и потом ужин, там собрания делают раз в 3 дня, чтобы как бы обговорить, обсудить какие-то вопросы в команде. Все, отбой где-то часов в 10, в 11, ну потому что там реально после 3 тренировок нужно пораньше спать лечь, чтобы восстановиться, чтобы... Мы стараемся и днем спать в свободное время, что все равно как бы сон, говорят же, силы восстанавливает, поэтому всячески это отдыхать. Ну не получается там как бы заниматься учебой, там на сбор берешь с собой книги, там, ну читаешь так, как бы с трудом. Ну, а вообще, что ты прочла за последнее время вообще из художественной литературы? Хватает времени, чтобы вообще что-то почитать? Ну, из художества я больше психологии. Вот я читала сейчас про подсознание книгу. Там как раз таки говорится про визуализацию, про постановку какие-то на успех. И что многие, ну, успешные люди это применяли вот эти установки и становились успешными. Ну, вот эта книга, может быть, действительно помогла мне выиграть этот турнир. Потому что я свое сознание уже по-другому настраивала. Ну, сознание как бы чемпиона, сознание лидера, что вот. Мне кажется, это тоже имеет место. Скажи немножко о той команде, которая собралась у девчонок, команда Бурятии, да, то есть там тренер, Олег Кузьмич, там поехал. Скажи, какая атмосфера здесь у вас, когда вы вместе встречаетесь, там что-то обсуждаете, как коллектив в целом? Ну, во-первых, мы когда прилетели, нас Валерий Прибович сам встретил лично. Мы поехали вот в Тревелс кафе, мы там все позавтракали, все собрались, обсуждали, как прошли соревнования. Ну, все так тепло, все по-доброму, как по-своему, как будто бы уже, не знаю, какие-то отцы, дети собрались, я не знаю. Так это очень все тепло было. И, ну, пообсуждали, конечно, планы. У Валерия Прибовича тоже одна цель, как бы довести до Олимпиады, потому что у него же тоже уже возраст такой, ему хочется кого-то, какого-то олимпийского чемпиона вырасти. Ну и все они говорят про Валентина Баранникова, что он же тоже в Токио именно выступал, что это как бы как не пророчество, Знаковый знак, да, что именно из Бурятии должен кто-то в любом случае туда поехать, поскольку такое событие. Ну, я верю, и, ну, я не самоуверена, поэтому, знаете, так, верю потихонечку и маленькими шагами хочу дойти. Ну, если не получится, так 24-го точно получится. Потому что, ну что, я молодая еще, как бы все впереди. Ну, я знаю, что я буду, потому что, ну, мне люди там многие говорили, что, ну, ты способная, там, трудолюбивая, ну, постоянно. И, ну, я как бы верю, это меня вдохновляет, мотивирует. Мама постоянно там смотрит все бои, тоже переживает. Ясно. Спасибо. На России ты была расстроена очень сильно. Ну, конечно, еще бы я не знаю. Эта девочка, она же сейчас травмировалась, первый номер. Ну и вот, соответственно, ну, меня сейчас как бы за место нее вот и возили на этот турнир. Ну и вот я как бы тоже оправдала их, наверное, ожидания, конечно. Но там сейчас все равно будут рассматривать, еще третьих номеров будут рассматривать на чемпионат мира. Потому что, ну, как бы, чтобы конкуренцию создавать здоровую. Ну, типа, кто в лучшей форме, тот поедет. Когда он чемпионат? С 12 ноября. А сейчас, получается, до 21-го числа сборы, потом недельку отдыхаем опять, и опять на сборы, и уже выезд. Вообще мало времени, как будто. Я на самом деле так думаю, что мир, там женщины, они такие же люди, правильно, и ничего нет, такого нет. Ну, главное, кто, мне кажется, кто наглее, кто там более уверенный, тот выигрывает. Потому что как бы все в физическом и техническом плане более-менее равны. Сразу женщины. Но дело в том, что которые взрослые женщины, они уже более матерые. То есть они знают где-то, не знаю, подлянки какие-то могут сделать в этом плане, что можно опасаться. А так, такие же, люди, правильно. И поэтому кто больше хочет, тот и выигрывает, скорее всего. Но я очень хочу.
Потому что, ну, видно сразу, кто как к тренировкам относится. Ну, кто-то так, что прийти как будто. Даже там в сборной команде есть такие люди, которые лишь бы отпахать. А видно, кто с усердием, там, подходит после тренировки, остается, там, что-то еще дополнительно делает. Ну, видно сразу, что чего-то человек хочет большего, чем просто там ездить куда-то, там, выступать. У кого есть вот этот прямо огонек в глазах. С нами девочки ездили, участницы Олимпийских игр. Одна участница, другая призерка, это Белякова. Они, вот получается, мы троем вышли в финал, 3 бурятки, и они вдвоем. Ну, то есть о чем говорить, что мы там стоим. И они проиграли. Мне кажется, они нас там тихо ненавидят. Ну, дело в том, что у них, получается, как бы уже нет такого огонька в глазах. Вот они боксируют, и все. Такое ощущение, что там, ну, не знаю, ради зарплаты, ради чего-то. Ну, нет у них как будто бы цели. Ну, вышел вот так, отбоксировал, и все. Нет такого рвения, вот этой воли к победе, что просто... Ты не боишься такие слова говорить, приедешь в сборную, там скажешь, ну-ка давай строим. А вы что, снимаете, что ли? Я вам говорю сейчас? Нет. Хорошо. Я просто говорю, что, ну, как бы видно сразу, у кого огонек есть. Даже вот, не знаю, я так вижу, да, а тренера в любом случае видят со стороны, наверное. И, не знаю, все равно там кого-то потенциально выбирают. И с ними, мне кажется, надо больше работать, у кого именно потенциал есть. Но думаю, тренера все равно видят, да? Ну да.